В этом году на послании президента России атмосфера, конечно же, особенная, в том числе и в кулуарах. Большое количество приглашенных и представителей средств массовой информации, региональные, федеральные, международные. Как раз сейчас за моей спиной работают представители китайского средства массовой информации. Есть и журналисты из западных СМИ, недружественных, в этом году тоже пошли на этот шаг. Для того, чтобы попасть в гостиный двор, все приглашенные, это более 1000 человек, сдавали 3 вида медицинских тестов на ковид, скрин ОРВИ и грипп А и Б. Сегодня все собранные, деловитые, при этом очень дружелюбные друг к другу. Журналисты опрашивали на предмет ожидания от посланий, в том числе своих региональных коллег. Ведь тема поддержки российских регионов всегда важна на местах. У нас будет продлена ипотека на новых территориях. Значит, сейчас мы приняли решение по 2%, так же, как на Дальнем Востоке. И сегодняшнее решение очень важное, что участники специальной военной операции могут приобрести жилье по 2% на новых территориях. Потому что многие захотят остаться, там хороший климат, там хорошо развивается экономика. Свое выступление президент тоже начал с темы защиты и поддержки новых регионов России и со специальной военной операции. И в памяти героев общая минута молчания. Сегодня многие из защитников Отечества тоже были здесь, в зале. Татарстан представлял Раис Республики, депутатский и сенаторский корпус в Государственной Думе и Совете Федерации. Это план, готовый план работы не на 2, не на 3 года, а на целые 6 лет. И мы в Государственной Думе уже и бюджет начнем с завтрашнего дня верстать. И, возможно, не на 3 года, и на 6 лет. Такие очень важные моменты впервые подошли к вопросу списания долгов субъектов. Для большинства субъектов это большая проблема. Я думаю, что эта тема будет продлеваться. Справедливость в распределении налогов. Послание Владимира Путина шло 2 часа, многократно прерывалось аплодисментами зала. По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, для муниципалитетов прозвучали очень важные слова от президента. Мы услышали то, что ждали очень долгие годы. Мы услышали, что будет вложение в социальную инфраструктуру, капитальный ремонт детских садов, капитальный ремонт школ, других учреждений, строительство детских садов и школ. И не менее важный вопрос для нас – это коммунальная инфраструктура, инфраструктурные кредиты, продолжение строительства дорог, и не только городских основных, но и поселковых. Одним из самых важных сегодня стало объявление президента о запуске нового национального проекта «Семья». Теперь внимание к матерям и детям будет усилено, в том числе и с финансовой точки зрения. Многодетные также получат максимальную поддержку. Речь и о продлении программы материнского капитала. Для Министерства строительства, как пояснил федеральный министр, с этой точки зрения тоже есть свои задачи. Около каждого населенного пункта, каждого муниципального образования нашей страны располагаются территории, выделенные для многодетных семей. Поэтому вовлечение и организация работы на этих площадках – это тоже задача регионов, муниципалитетов и, конечно, федерального центра. Об образовании сегодня говорилось очень много. Виктор Садовнич, легендарный ректор МГУ, подтвердил, по посланию президента Путина понятно, что у образования в нашей стране хорошее будущее. Приоритеты в науке, приоритеты в технологии, приоритеты в том, чтобы мы были безопасно обеспеченной страной. «Мы одна большая семья», повторил с трибуны сегодня Владимир Путин, подчеркнув, что все конфессии и народы живут и трудятся в мире друг с другом. Общую приподнятую эмоцию выразил известный российский религиозный деятель, патриарх Крыма, митрополит Тихон, начавший разговор с традиционного татарского приветствия. Ощущение во всем зале такой абсолютно твердой надежды, что это не последний раз, и не первый раз тем более. И все сделаем, и все преодолеем. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва.